Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире «Новый день». Все чаще в новостях передают о том, что увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как уберечься от простуды? Сегодня на этот вопрос к нам пришла ответить главный эпидемиолог республики Ираида Ивановна Харлампиева. Здравствуйте, Ираида Доброе Ивановна. утро. Так вот, на улице перепады погоды, холодает. И на сегодняшний день как обстоит ситуация с заболеваемостью ОРВИ по республике? Сегодня в республике зарегистрировано 5329 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Подавляющее большинство – это дети от 0 до 14 лет. Частое заболевание зарегистрировано в Анабарском, Нижнеколымском, Сунтарском, Баймаконском, в районах и в Алданском. Нам на номер 5577 поступил вопрос. Телезрительница из Вилюйска спрашивает. Сейчас уже многие болеют. Что нужно делать, чтобы не заболеть самой? Острые респираторные вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем. Поэтому главная задача – это оградить здорового человека от больного. Поэтому, конечно, лучшие средства – это ношение одноразовых масок, которые у нас продаются в любой аптеке, Также частое проветривание, например, помещения или кварцевание. Лучшим средством являются народные средства, которые мы часто принимаем. Это мед, лук, чеснок даже, и витамины, различные витамины, которые содержат аскорбиновую кислоту, например. Я вот хотела уточнить. Дело в том, что маски у нас покупают и носят, но одевают с утра маску и ходят в ней до вечера. Стоит ли так делать? Либо... Обычно эти маски, мы должны менять их каждые 3 часа, допустим. И вот еще очень часто, наверное, может быть заблуждение, а может правильно делают. Очень часто при заболевании сразу бегут в аптеку за противовирусными препаратами. Стоит ли это делать? Я считаю, что это неправильный подход, потому что, допустим, человек, если сразу начинает принимать различные противовирусные препараты, а ведь мы знаем, что на сегодня очень много различных противовирусных препаратов, которые предназначены по различным клиническим... В общем, мы знаем, что вообще острая респираторная вирусная инфекция, оно же ведь... Мы не говорим об одном болезни, например, Это группа разновидностей различных дыхательных инфекций, которые протекают различными клиническими симптомами, различными периодами, например, Поэтому лучше, мой совет, обратиться обязательно к специалисту, к врачу. По месту жительства участковый терапевт обязательно вам назначит четкий курс лечения, где будет он учитывать обязательно, допустим, сопутствующие заболевания могут быть у человека или хронические заболевания. Также, учитывая тоже возраст, можно назначить уже правильное противовирусное лечение. То есть каждый противовирусный препарат действует на именно определенную инфекцию, не стоит самому ни в коем случае принимать? Потому что может быть различные осложнения организма. Очень давно известно, что наш иммунитет зависит от множества факторов: питание, физкультура, народные средства, одним словом, здоровый образ жизни. А как вы считаете, вот какое из этих всех средств самое эффективное? В потоке информации, можно сказать, море информации, ведь мы очень умными кажемся, я без всякой иронии говорю, человек должен, мне кажется, должен себя любить, обязательно вести здоровый образ жизни, заниматься своим здоровьем, своим организмом. Это имеет немаловажное усилие, но тем не менее надо заниматься собой. Я так считаю, например, Ведь смотрите, молодежь, допустим, возьмемте молодежь, которые ночами сидят у компьютера, потом рано встают, идут на учебу, а днем как они питаются? Часто, давайте не будем скрывать, что доширак или газированные напитки. Нету у этого ребенка, например, полноценного питания. Конечно, он часто и заболеет. Поэтому, мне кажется, обязательно должен быть полноценное питание, здоровый образ жизни, закаливание организма. Это все имеет большое значение. Как вы считаете, а какие продукты в рационе якутянина обязательные, чтобы он мог противостоять вирусу, если мы говорим о здоровом питании? Традиционные продукты питания: мясо, рыба, молочные продукты,
наши овощи, которые выращены в нашей земле, да, наши ягоды. Кто-то занимается, например, различными нашими травами, да, которые в нашей природе растет. Тоже, мне кажется, имеет значение Мгм. при А вот, поддержании иммунитета. Да, и еще извините, пожалуйста, вообще иммунитет, он заложен с детства. И здесь в основном часто наши мамы, да, кормят не естественным молоком, а искусственным скармливанием. Мгм. И скажите, пожалуйста, все-таки как вы сами себе лечите или как вы себе проводите профилактику? То есть как вы следите, чтобы не заболеть? Именно совет от вас. Во-первых, острые респираторные вирусные инфекции или грипп – это не коллективная инфекция, да, поэтому здесь маски, конечно, не всегда помогут, поэтому обязательно нужна вакцинация. Спасибо большое, Рейда Ивановна.